Поболтаем о приборах учета в многоквартирных домах. Что такое общедомовые приборы учета? Кто за них отвечает? Для чего они нужны? Кто проверяет их? И что входит в их обслуживание? Общедомовой прибор учета позволяет контролировать фактическое потребление ресурса в рамках дома и фиксировать реальные объемы поставленного ресурса. Таким образом, наличие общедомового прибора учета – это единственный способ определить реальное потребление ресурсов в доме. Общедомовые приборы учета являются общим имуществом, ответственность за содержание и эксплуатацию которого несет управляющая организация. Управляющая организация проверку и текущий ремонт общедомовых приборов учета обязана осуществить в рамках установленной платы за содержание и ремонт жилого помещения. Для ответов на эти вопросы Канашское телевидение выехало на встречу с генеральным директором Серафимовым Николаем и главным инженером Измайловым Владимиром ЗАО фирма ТЭС Инжиниринг, компании-разработчика и производителя ультразвуковых расходомеров, теплосчетчиков, промышленных контролеров, устройств защитного отключения, систем автоматического регулирования тепловой энергии и блочных тепловых пунктов, чтобы из первых уст получить наиважнейшую информацию для всех жителей многоквартирных домов. Разработки, которые мы сейчас в производстве выпускаем, это все стопроцентная разработка Владимира Ивановича. Основные теплосчетчики расходомеры. И Алексей программиста, да. То есть мы сейчас запустили производство, получили сертификаты. Теплосчетчики СТО-1 у нас уже 4-е, да? Поколение пошло. Да. 4-е поколение. 4-е поколение. Вот. Все за это время, до сегодняшнего дня, мы разрабатывали, отрабатывали технологию, сертифицировали, производственную базу создавали. Вот, потихонечку. Да, у нас и продажи. Наши клиенты это вся Россия, от Калининграда до Владивостока. Да. До Владивостока. И север, значит, там как там? Мурманская область и Коми. Латынанга и там Геленджик, Сочи и все прочее. Да, юга, да. Ну, в общем, весь Советский Союз был. В Беларуси, на Украине много стоят, в Казахстане, да, на нефтеразработках. Какова окупаемость установленного общедомового прибора учета СТУ-1 в многоквартирном доме? Приборы коммерческого учета, они позволяют экономить до 40%, значит, финансов, значит, простого человека. Я немножко дополню. Выгода получается, когда вместе с нашими теплосчетчиками они ставятся на границе раздела от кто тепло продает и потребителям. Стоят блочно-тепловые пункты системы автоматического регулирования. То есть иногда же бывает, особенно осенью, когда солнце хорошо светит, подогревает, а наши тепловые сети уже вышли на режим, им эта система отрегулировать температурный график очень тяжело, потому что большие массы воды, большие массы теплоносителя. А вот в доме, чтобы перетоп, называют, грубо говоря, с перетопом не слишком жарко и форточек не открывать, применяются вот эти блочно-тепловые пункты с автоматическим регулированием. То есть они в доме поддерживают определенную температуру, которую управляющая компания устанавливает на блочных тепловых пунктах, и он поддерживает ее в пределах такого. То есть экономия, я говорю, в некоторых домах даже до 40-50% доходит экономия. Здесь, то есть теплосчетчик, он просто считает, какой объем тепла, какой объем теплоносителя прошло в дом. Вот. Дом потребил, и он посчитал. Счетчик определяет поквартирное потребление тепловой энергии? Нет, не отражает. Нет, там общее потребление тепла, вот, да. А там уже управляющая компания сама раскидывает. Сама раскидывает. Как там уже? Это его. Видимо, по площади отопления. Это где по площади квартир, да. Да, где как. По объему, по площади там учитывается солнечная сторона или там не солнечная. Много тонкостей, да. Вот. Это уже управляющей компании должен быть свое видение, как все это считать. То, что вот
получили за месяц, сколько они потребили тепло. А дальше уже высчитывать, это уже их прерогатива. По какой технологии, как они самое. Ну там во многих же домах еще есть лестничные площадки. Но это уже вот, это их, они должны где-то работать свою технологию расчета. Мы здесь уже ничем не можем помочь. Вот. Единственное, я говорю, мы можем показать, вот сколько потребили, все. А дальше уже дело управляющей компании. Сейчас ставится на теплосчетчике сейчас ставится устройство для беспроводной передачи данных. Вот, то есть по телефону можно передать, вот, по сети Ethernet можно передать. Вот, я уже говорил, там по сотовой связи можно передать. Вот, есть специальное устройство LoRaWAN, вот, но там требуются станции, значит, базовые для передачи. Вот, но зато трафик равен нулю. Да. Ну, скорее всего... Раз заплатил, значит, да. И дальше уже... Непосредственно со счетчика, без каких-либо иных технических средств, показания можно снимать? Это делается, кстати говоря, не очень сложно. Вот я знаю, что многие поставили, значит, так называемый интерфейс RS485, и информация по двум проводкам поступает к начальнику дома, или как там он? Старшему, да, по дому. Вот. Да. И он у себя на компьютере видит, значит, все. Там. Вот. И управляющая компания не имеет права этому препятствовать. Вот. И люди уже видят, что все по-честному. То есть там он получается там в сутки сколько получал? Там минуты? В час, в сутки. Да, минуту, в час. В минуту можно посмотреть, как работает узел. Каждую минуту можно рассмотреть, вывести на компьютер или на распечаток. Можно посмотреть на компьютер. Да, тепло, там, расход. Да, да. Значит, при наличии названного действующего интерфейса председатель совета многоквартирного дома в любое время может снять показания счетчика удаленно. Потому что в теплосчетчике, я говорю, есть архив. Официальные алгоритмы, значит, у нас они заложены, значит, в документации, в приборе, там с помощью программ утверждены, значит, нашим институтом в Казани, в НИИР, вот, затем, значит, их утверждают в Москве, так называемый в НИИМС, вот, дальше они уже поступают в Росреестр, вот, там эти формулы все есть. То есть там общая формула, там правительство самое, да, или Росгосстандарт бывший уставляет. Но там есть определенная форма, которая утверждает правительство, насколько я знаю, по теплу. Значит, там минутный, часовой, суточный, годовой, да, там у нас идет? Годовой тоже есть, да. Там, месячный, годовой, они хранятся суточный. Минимум... Ну, там по-всякому, вот. Но, к примеру, вот часовой хранится 1770 часов. Часовой. Вот, можно посмотреть. За каждый час сколько потребили? За 3 месяца можно посмотреть. А годовые хранятся у нас там 3 года, да ведь? Ну, по закону там. Не имеем права. Месячные 3 года, а годовые уже никто не считает, потому что там уже... Кто решает вопрос установки общедомового прибора учета? Архив... Получить доступ... Вот, но там стоит, правда, пароль. То есть... Пароль ставится или сервисной компании, вот, или управляющая компания ставит. Управляющая... Вместе с жильцами. То есть... Были там моменты, когда даже дело доходило до суда, когда вот там искажались данные умышленно. Вот. Но... То есть прибор, прибору доступ должен иметь только один человек. То есть он ставится на границе раздела. Скорее всего, здесь по опыту в Чебоксарах пароль ставится, чтобы никто туда не лазил, кому не попади. Пароль ставят обычно эти, кто тепло продает, если это их прибор. Если прибор управляющая компания, то управляющая компания ставит. Кто там будет присутствовать у них, я не знаю, или директор, или главный инженер. Здесь должны договариваться жильцы и управляющая компания. То есть прибор ставится пароль, и туда никто, кроме одного или двух человек, не имеет права туда доступа. То есть если еще самое интересное, все параметры
значит, измерительного прибора, там это, значит, диаметр трубы входящая, она записана в приборе. Там расстояние между датчиками, это чисто инженерные тонкости. То есть, когда управляющая компания или продавец тепла, они все эти уже знают, что проверять. Они проверяют, на бумаге оформляют актом, и все. И потом эти параметры никто не имеет права трогать, потому что от этого зависит самая точность работы прибора. Кстати, вот если туда несанкционированно кто-то, так сказать, в этот прибор вмешивался, вот, то там есть архив. А архивы И по архиву там все видно, да? Как вмешивались там, да, что меняли, вот. Тоже бесполезно там его, там что-то подделывать, вот. И это поняли, вот, и уже многие годы туда никто не лазит. Вот, потому что знаешь, что это все скрывается очень быстро. Это в самых первых приборах такое было, что можно было, да, когда еще, значит, не привыкли ни к этому, государство да, там немножко валяжно к этому относился. А сейчас там жестко установлено, законно. То есть должен быть архив на определенное время, какие параметры туда забиваются, и архив исправить невозможно. Если прибор исправен, там вся информация на экран должен выводиться. Не, сейчас, значит, определенно Владимир скажет, какая. Сам прибор, значит, да? Я уже об этом говорил, значит, выводит на индикатор всю информацию, которую он подсчитывает. Это количество израсходованного тепла, вот, затем, значит, расход, температуру, давление, все нештатные ситуации, да? Вот когда вот там какой-то непорядок есть, да? Вот, то ли, значит, несанкционированный отбор теплоносителя, вот, или там утечки есть какие-то. Этот прибор тоже определяет, вот, и все пишет в архив в виде нештатных ситуаций. Вот можно, и эти нештатные ситуации тоже выводятся в журнале событий, значит, можно вот посмотреть. Это какое время и время действия нештатной ситуации. Вот. Но обычно приборы не виноваты в этом деле. Вот. Значит, начинают они, значит, искать неисправность в узлах, вот, и находят обычно. Там у нас же, когда прибор сам подключен, у нас же он когда он работает, он там же какая первичная информация выводится. Работает он, его сдали, это самое там расход выводится. Расход, да? Температура, расход, давление. Нет, на экран, вот на индикатор. А, там все выводится? Нет, без кнопок, когда он уже. А, без кнопок там выводится только расход выводится. Расход, да? Да, расход. Когда прибор работает, там только вот на экране видно расход идет его. То есть он на ЖКИ индикаторе. Если что-то не работает, там красный светодиод есть. Ну, это если сбой, да. Или вот. Но отказ. Не штатная ситуация, это не сбой. Это, да. Это там что-то. Или что-то работать перестало. Если светодиод горит, значит что-то не работает уже. У нас теплосчетчики третья модель, значит, выводят на экран, значит, все расходы. То есть, значит, у нас третья модель, значит, она обчитывает 4 трубопровода, там меряет расход по 4 трубопроводам одновременно. Вот, потом давление по 4 трубопроводам, затем температуру уже 5 значений. То есть 4 трубопровода, значит, считает температуру, а 5-й канал, значит, или считает температуру холодной воды, вот, или температуру наружного воздуха. Вот. Ну, там по желанию могут они запрограммировать потребители. Вот, кроме того, этот маленький приборчик, значит, он значит, включает в себя все современные протоколы передачи данных. Я уже говорил, там, интернет вещей, там, LoRa, значит, Bluetooth, вот, и проводные, там, Ethernet 485, 232. Управляющая компания отвечает за содержание счетчика и за ремонт в случае необходимости. Хозяева, владельцы счетчиков – это собственники помещений многоквартирного дома. При нормальной эксплуатации общедомового прибора учета претензий не должно быть
Конфликтов между собственниками помещений и управляющих организаций, а также между управляющей организацией и теплоснабжающей организацией не должно быть.